К сожалению, в Крыму почти везде идея как бы ведения бизнеса на туристах какая? Вот есть какой-то объект, к которому туристы идут, и надо к нему как-нибудь присосаться. Ну, то есть рядышком поставить палаточку, там, открыть кофейнку, там, или еще. То есть есть что-то уже раскрученное, Хан-Сарай, там, Судакская крепость, там, куда народ уже едет. И вот мы сейчас тут рядышком что-нибудь попытаемся как-нибудь с этих людей заработать. Меня зовут Александр Горяйнов. Я родился в 1985 году в Москве. По своей основной специальности, профессии я преподаватель высшей математики. Я работаю доцентом в Московском авиационном институте. Поскольку у меня здесь, в Симферополе, живут близкие родственники, там родители отца, тетя, то я с детства проводил много времени здесь. Так, наверное, если считать, то где-то плюс-минус четверть своей жизни я прожил в Симферополе. И в какой-то момент у меня возник интерес к крымско-татарскому языку, и это переросло в нечто как бы более серьезное, чем хобби. И я за последние 15 лет был соавтором разного рода книг по крымско-татарскому языку. Одним из составителей словаря, автором некоторых пособий, разговорника. Знаете, мне кажется, что интересоваться тем, что находится рядом, это вообще естественная вещь. И тот факт, что у многих крымских татар это вызывает такое как бы удивление, иногда непонимание, он связан в значительной степени с какими-то травмами, нанесенными Крыму, скажем, обществу в целом, депортацией, возвращением. Потому что я думаю, что если бы этого всего не было, то это воспринималось бы естественно. У каких-то отдельных людей, не обязательно пересчитываемых на пальцах рук, а интерес к чему-то, что находится рядом, это вполне естественная, на мой взгляд, вещь. Интерес к культуре людей, которые живут рядом, это вполне нормально. То есть мне кажется, что тут как бы нет в этом чего-то такого сверхъестественного, так скажем. У меня такое как бы воспоминание, которое мне больше всего запомнилось, как я видел появлявшийся поселок на окраине села Мамак, Строгановка, потому что мы там часто ходили, у нас был участок 3 сотки в массиве на Каменке, и мы туда часто ходили пешком, не на автобусе, а шли, спускались в долину Малого Салгира и потом поднимались туда. И, соответственно, как раз в начале 90-х там стали расти эти дома, времянки там и так далее. Я интересовался, что это такое, что они строят там, откуда они взялись. И дедушка мне так на пальцах объяснял, что это значит, татары, их там выселили, они сейчас там возвращаются. А я спрашивала, а что за татары, а что выселили, а что возвращаются. И плюс я, поскольку был таким детем достаточно эрудированным, у нас дома была детская энциклопедия советская, я ее очень в младших классах еще всю пролистал. Я был в курсе, что есть, значит, это Татарстан, что татары вроде там живут, и стал спрашивать, а что они сюда едут, а не туда. И тоже мне он рассказал, они здесь жили до войны, их выселили. Во-первых, он интересовался языками, в принципе. Он, когда вышел на пенсию, он выучил латынь. Читал римских поэтов со словариком. У него было просто такое развлечение. Во-вторых, дедушка был, не так, чтобы интернационалистом, что ли, но он прагматично смотрел, что раз люди какие-то рядом с нами живут, то вполне себе полезно чего-то про них знать. И быть в состоянии на их языке что-нибудь сказать. Поэтому, соответственно, он разговорник этот купил, он его купил для себя. Почитать и какие-то 10 фраз выучить.
Причем, ну, какое-то поверхностное знакомство с тюркскими языками у него было, поскольку он в Средней Азии работал там порядка 10 лет, ну, в разных республиках. Он был геолог по профессии, вот он, больше всего в Туркмении, но и там в других местах тоже. Вот. И он не так, что он мне вот принес и сказал: Саша, вот смотри, вот я купил книжку по крымско-татарскому языку, а ну-ка разучи что-то оттуда. А просто вот я увидел, что она у него лежит, но мне стало любопытно, я там взял, начал листать. Вот, он говорит: ну да, вот это вот люди тут живут, вот выучить что-нибудь пригодится. Помимо разговорника, там еще он купил книжечку, репринтное издание учебника для русских школ довоенного, там на арабице еще. Ну, он сейчас иногда продается, там Удабаш и Кая, авторы этой книжечки. Вот. Ну, оттуда я тоже что-то там такое вычитал. А серьезно начал, когда в 2005 году. То есть мне было 20. Ну, от состояния, когда я не могу говорить, до состояния, когда я могу говорить более или менее без ошибок, ну, с редкими ошибками, наверное, лет 5. Вот как-то так. Где-то вот там с 2005 по 2010, вот примерно вот на эти годы это пришлось. Ну, и люди, на самом деле, у людей как бы, ну как, мозги по-разному устроены, да. Есть, во-первых, просто люди, у которых языки идут хорошо, у которых они идут плохо. У меня скорее хорошо. Я учил собственно, до сих пор есть единственный учебник для взрослых крымско-татарского языка. Учебник Сирана Усейнова и Вадима Миреева. И, ну, по этой книжке я прошел какое-то количество уроков до, ну, скажем так, до состояния, когда я понял, что могу, в общем, уже какие-то простые предложения там строить. И после этого уже дальше учебник досконально, так сказать, штудировать мне стало лень, потому что, ну, вроде я уже как-то могу языком пользоваться, и я дальше учебником пользовался как справочником. То есть я, ну вот, понимаю, что хотел сказать сегодня фразу типа «если бы я знал, то тогда бы не пришел», и не понимаю, как это вот такую конструкцию по-крымско-татарски выразить. Вот. И я говорил что-то попроще, типа «я не знал, там, поэтому не пришел». А потом там дома открывал учебник и искал там параграф, в котором вот про это написано, как такое выразить, там смотрел примеры, и ну вот как-то так это было. Потому что на самом деле говорить можно начинать, когда у тебя даже на очень маленьком, ну, на слабом довольно уровне язык. То есть там 500 слов, они покрывают кучу всяких, ну, в общем, бытовых потребностей, и возможность там просто построить предложение какое-нибудь в настоящем времени, там типа там «мен тюкянга барам», вот это уже очень много. После этого уже можно начинать разговаривать и говорить простыми фразами и мысли свои выражать. У меня был такой эпизод, я в Турции, мне нужно было купить батареечку для MP3-плеера карманного. Но я не знал по-турецки ни как плеер, ни как батарейка. Ну и я подошел там и в магазине сказал, что у меня есть маленькая штучка, чтобы слушать музыку, и чтобы она работала, туда еще такую маленькую штучку внутрь нужно вставлять. Вот мне она нужна. Естественно, меня как бы поняли. То есть, чтобы, в общем, ну, мочь объясняться, не надо, вот есть, ну, как бы бытует такое мнение, что чтобы вот освоить язык, надо сначала долго, короче, там грамматику, слова учить, и вот только когда ты, ну, на каком-то достаточно уже заметном уровне, то есть ты там отходишь там год на какие-нибудь курсы там, или вот там тебя вот много научишься, и вот тогда-то уже можно языком пользоваться. На самом деле можно пользоваться даже когда ты знаешь совсем чуть-чуть, надо только не бояться. Начинаешь говорить, а дальше язык вот лучше учить чисто языком и ушами. То есть, ну, общаться с людьми, найти с кем можно общаться, слушать, говорить, и вот уже ну, грубо говоря, без учебников, без книг. Ну, понятно, да, что ты там смотришь что-то в словаре, там, чего не знаешь, но
В общем, по моему опыту это вот самое лучшее. То есть до какого-то минимального уровня разучил, а дальше вперед ныряй в среду, разговаривай, слушай, разговаривай, слушай. И очень здорово, если есть кто-то, кто тебя поправляет. Вот у меня таким человеком был как раз покойный Сирану Джаусинов. Мы с ним договорились, когда познакомились, что когда я говорю что-то неправильно, он меня перебивает и поправляет. И, в общем, это было очень полезно. Часто люди стесняются, сказать тебе, что ты говоришь что-то неправильно, и вот надо с кем-то договориться, чтобы он не стеснялся. Вот, начни я, наверное, там лет на 5 раньше, то я бы почитал из там крымско-татарского худлита там много чего, я думаю. Но так я читал, откровенно скажу, мало. То есть если там называть какие-то имена, вот Шамиля Аляддина, например, я там прочел несколько вот его длинных произведений. Там Иблисин Зияфетне Давет, Чора Чеклар. Вот. Но на самом деле я прочитал достаточно мало вот из такого вот того, что считается как бы классикой сейчас, и это плохо. Потому что в этом смысле у меня как бы язык бедноватый. То есть, чтобы не просто бойко говорить, мне кажется, что тут как бы есть несколько уровней. Первый уровень, когда ты можешь быстро говорить с кучей ошибок. Второй уровень, когда ты можешь быстро, бодро говорить без ошибок, но язык у тебя бедный. Это вот мой уровень. А третий уровень, когда ты говоришь быстро, без ошибок, и язык у тебя богатый. Когда у тебя там всякие есть и фразеологизмы, и то, и сё, и какие-то, в общем, красивый язык. И вот чтобы язык был красивым, надо читать мастеров слова, то есть художественную литературу, то есть читать людей, от которых ты этого всего можешь, собственно, понабраться, вот этой красивости в своем языке. Книжек, к которым я приложил руку, несколько. Первая — это книжка «Догру Язамас. Пишем правильно». Она посвящена, она рассчитана на людей, которые хотят по-крымско-татарски научиться грамотно писать, которые разговаривают, но не умеют писать без ошибок. Потом был большой русско-крымско-татарский словарь, который мы делали с Вадимом Алдановичем Миреевым. Он вышел в 2013 году. Потом была книга «Математическая терминология крымско-татарского языка», которую мы делали с Сираном Джаусиновым. И вот это одна из последних работ, которые он успел завершить. Она вышла в 2018 году. И вот буквально совсем недавно вышел из печати русско-крымско-татарский разговорник. Все эти книги, они появлялись потому что я видел какую-то нужду, так скажем. То есть вот книга «Пишем правильно» появилась после того, как я много общался на форумах. Это были как раз вот середины нулевых годов, когда соцсетей еще не было, а форумы были, и я видел, как пишут крымские татары обычно, и видел, что много людей, которые свободно владеют языком, но пишут с кучей орфографических ошибок. Потому что понятно, что они не изучали язык в школе, писать грамотно их никто не учил, и отсюда вот эта беда. То есть, и, собственно, сейчас эта ситуация, к сожалению, сохраняется. То есть очень много людей, которые языком владеют, но не умеют грамотно писать. Ну и вот мы сделали это пособие, оно как раз вот ориентировано на эту аудиторию. То есть если ты свободно разговариваешь, но боишься сделать ошибки на письме, там разобраны основные ошибки, которые люди делают. Делать словарь меня позвал вот Вадим Алданович Миреев. Они с Сираном Усиновым занимались словарями, и, собственно, учебник вот они в свое время написали. И ему нужен был как бы помощник, поскольку там предстоял большой объем работы, и мы решили сделать словарь с современной лексикой. Вот мы его, собственно, так и назвали, современный русско-крымско-татарский словарь, в котором было бы там про интернет, про рыночную экономику, про какие-то юридические термины, какие-то термины в общем, про нашу современную жизнь. И в значительной степени, мне кажется, это получилось. То есть понятно, что, конечно, там есть недостатки, конечно, это ничего идеального не бывает. Потому что, вот если касаться словарей,
то до недавнего времени обычно словари крымско-татарского языка как составлялись? Вот есть составитель, и он что знает, то в словарь включает. Ну а что не знает, то, соответственно, и не включает. Я это говорю не с тем, чтобы как-то, ну я не знаю, принизить труд. Вот труд там Сирана Усиновой и других людей, которые этим занимались, вообще с нуля все это создавали, там в 90-е, в нулевые годы, он реально это титанический труд. Таким образом была создана основа, а дальше на этой основе надо уже на нее что-то надстраивать в соответствии именно с запросами общества. И мы когда вот с Вадимом Алдановичем взялись за наш словарь, мы вот взяли словарь Сирана Усинова за основу, и мы взяли частотный словарь русского языка, увидели, что из 5000 самых часто употребляемых русских слов у нас 600 нет, оказывается. Вот, ну и вот начали вот в таком ключе работать. И зачастую это бывает непросто. Когда мы с Сираном Уджа познакомились, он узнал, что я математик по профессии, по образованию. Он сказал: о, как здорово, вот я переводил учебники для школ по математике на крымско-татарский язык, вот у меня есть небольшой словарик, давай-ка мы, значит, давай я его тебе дам, и ты вообще посмотришь, что как. Вот ты как математик, там, что там, вот, может, там что-то я криво перевел, или, может, там чего-то не хватает. Ну и потихоньку это вот так выросло в такой полноценный терминологический словарь. Еще меня немножечко раззадорили в свое время, сказав: а вот слабо тебе не только школьную математику, а и вот из вузовской немножечко туда, из высшей математики что-то добавить там. Ну вот, тоже было интересно работать. И тоже вот мы видели, что ну вот это, если мы сейчас как бы вот не закроем это вот брешь, то ну в обозримом будущем никто этим особо не будет заниматься. Разговорник мы решили делать, потому что разговорники русско-крымско-татарские есть, но они тоже мы хотели сделать полнее и современнее. То есть больше по объему, и чтобы были вот те же темы, о которых я уже упоминал. Там интернет, там какая-то там вот рынок, там фастфуд, общепит, чего в старых разговорниках мы не увидим. Ну, у меня была изначально цель сделать просто такой справочник для вот современного использования. То есть, если какой-то человек хочет назвать какое-то крымское село его историческим названием, но не знает, чтобы ему было куда посмотреть просто, что вот там пионерское, оно вот Джолман, а там урожайное Чоюнчи. Потому что информации-то ее как бы много, и, например, тексты самих указов, которыми были осуществлены переименования в 40-е годы, они давно там в интернете есть, но там много путаницы всякой возникает. Ну, там, не знаю, там, село Айбар там переименовать в Войково, и они думают: ага, Войково значит Айбар, но это другое Войково. Там вот Войково в там, Первомайском районе — это Айбар, а Войково, которое под Керчью, оно Кадырлес. Мне хотелось, чтобы вот путаницы не было, дать просто людям вот такой, сделать справочник. И, ну, эта цель, в общем, достигнута. То есть вот он есть, и им пользуются, и все. А что касается именно исследований, то там, конечно, есть очень много простора для дальнейшей как бы работы, и которую я, мне кажется, что это уже, то есть я вообще не обладаю той квалификацией, чтобы этим заниматься. Потому что же после войны в Крыму исчезло больше 1000 сел. И какие-то из них там исчезли в результате войны и депортации, то есть или там были сожжены оккупантами, или опустели после депортации и не заселялись больше. Какие-то, очень много сел исчезло в послевоенные годы, когда была политика укрупнения. По исчезнувшим селам, есть большой исторический материал, который доступен сейчас, карты старые, и вот собрать и сделать энциклопедию такую вот сел Крыма, существующих и исчезнувших, там, где были бы там расположения, там варианты названий, время там первого упоминания, исчезновения и так далее. Вот одно направление — это вот это, а второе направление — это этимология названий. Потому что часто, есть названия, у которых этимология прозрачная, там Кызылташ, Коперлюкой, достаточно просто знать крымско-татарский язык, чтобы понимать смысл названий. Есть названия, у которых этимология, то есть происхождение названия непонятны, то есть
они происходят, ну, там, в горной и прибрежной части, там, из каких-то древних языков, ныне вымерших, на которых в Крыму когда-то говорили. И на эту тему, ну, никаких нету научно-популярных хороших работ. Есть очень хорошая книга, научная, написана Хенриком Янковским, польским тюркологом, на английском языке. Там вот именно этимологии названий крымских сел. Но она дорогая, на английском языке и написана, ну, для ученых, ученым для ученых. Тут надо сказать еще один важную вещь, которую многие не совсем осознают, что есть алфавит, есть орфография. И это как бы отдельные вещи. То есть можно сделать хорошую орфографию, удобную, на любой основе. И на латинской, и на кириллической, и на арабской, и на какой-нибудь еще. Удобная орфография — это когда, грубо говоря, каждому звуку соответствует ровно одна буква, и наоборот. И, то есть эта орфография, ей удобно учить там, детей или людей, изучающих язык, взрослых. Она как бы, ну, логична и так далее. И так сложилось, что орфография, нынешняя кириллическая орфография крымско-татарского языка, она неудобная. Она неудобна не тем, в общем, что там русские буквы взяты за основу, а она неудобна именно своими принципами, когда одна буква может обозначать 3 разных звука, например. То есть буква «ю», скажем, в слове «тюс», в слове «юммах» и в слове «юрек» означает разные звуки. Вот одна буква читается 3 способами. И наоборот, один звук на письме может обозначаться разными буквами. То есть звук «й», например, обозначается буковкой краткая, но если после него идет «а», то есть «я», то мы пишем уже не краткое «а», а пишем специальную буковку «я». И вот подобного рода неудобства делают эту орфографию, ну вот, не очень практичной в использовании. Обозначение, например, специфических звуков диграфами, то есть 2 буковками, типа н, г, к, дж, делают текст длиннее. А орфография на латинице, которая была вот предложена в 90-е годы, она удобная. Если говорить о более таком масштабе, ну, общенациональном, то мне кажется, что у нас очень мало уделяется внимания тому, чтобы показать людям, что крымско-татарский язык, он может использоваться как бы во всех сферах, что это полноценный язык, что он может использоваться во всех сферах жизни. И для этого какие-то шаги, конечно, очень масштабные, затратные и тяжелые, то есть понятно, что там, короче, наполнить все книжные магазины там книгами на крымско-татарском языке там в том же объеме, что там стоят книги на русском, там, да, это нереально. Но есть вещи, которые очень простые, на мой взгляд. Например, ну, то, что называют визуальная навигация, объявления, вывески и так далее. Допустим, вот человек там может в своем магазине повесить таблички, типа вход, выход, там часы работы, еще что-то, сделать их на нескольких языках. Вот, допустим, в Крыму там 3 государственных языка, вот написать русский, там крымско-татарский, украинский. Или меню сделать в своем ресторане, там двуязычное, или кафе. Чтобы, или в маршрутке своей приклеить там наклеечки, тоже там выход, там аварийный, там, короче, молоток или еще что-нибудь, не разговаривать с водителем там во время движения. И люди будут видеть, что, ага, то есть крымско-татарский язык, он, ну, он вот полноценный язык, на нем можно не только там какие-то семейные дела обсуждать, а на нем вот и там песни петь, а на нем вот и оказывается и вот это все тоже может быть. И это будет у людей создавать, ну, такой как бы правильный настрой, в правильное, ну, восприятие своего языка, не как какого-то второразрядного, а как, ну, нормального языка, на котором все можно, ну, то есть который во всех сферах может использоваться. Тоже было бы здорово там какие-нибудь делать, например, и дешево. Здорово и дешево делать какие-нибудь наклеечки, типа там «Мы говорим по-крымско-татарски». Там просто там, в каком-нибудь магазинчике. Вот она приклеена,
Это значит, что посетитель понимает, что вот если он сейчас придет и спросит по-крымско-татарски, то его поймут и обслужат. Биринчиден өзүндөн башламак керек. Yani devlet, mektep, kitaplar yardımcı olabilir. Adamın öz isteği olsa. Adam özü istese, dilde laf etmeye başlasa, dilini kullanmaya başlasa, son elbette hem mektep, hem nasıldır devlet siyaseti, hem de kitaplar, medyalar ona yardımcı olabilir. Ama istemese, özü başlamasa, bunlar hepsi boşuna gider. Yani Kırım Tatar tilinin yaxşı böyle geleceğini isteseniz, birinciden özünden başlanız. Laf etiniz, kullanınız. Çünkü herkes bir şey beklese, devletçilik mi, milli mektepler mi bilmeyeyim işte bir şey beklese, sonra öyle bekley tiliniz öler. İkinci işte nasıl aytayım, tavsiyem, çağırıvım, korkmanız. Çünkü birçok adam Kırım Tatarca laf etmeye utanalar, korkarlar. Ya benim tilim zayıf. Ya ben tek öz şivemde laf etip olam, edebi tilini bilmeyeyim. Ya ben birçok sözlerinin Kırım Tatarcasını bilmeyeyim, laf etip başlasam öyle birçok Rusça söz koşarım lafıma. Bundan korkmamak gerek. Çünkü bu nasıl ola? Bazıları öyle düşünürler ki ben başta tilini öğrenmek gerek. Ondan sonra de onu kullanırım. O şu dilde laf ederim ve ilahire. Hakikatta her şey aksine ola. Başta laf edip başlamak gerek. Hatalı elbette, şivede, yabancı sözlerini koşup nasıldır laf edip başlamak. Ya ondan sonra her şeyinde koşulur. Не думаю, что я тот человек, который может формулировать идею там, развития крымско-татарского народа. Я бы, наверное, сказал так. Мне кажется, что пошло бы на пользу больше устремление, как бы взгляд в будущее, а не в прошлое. Потому что понятно, что депортация и все ее последствия, они нанесли как бы огромный урон крымско-татарскому народу и культуре крымско-татарской. И поэтому очень многие говорят в терминах вот восстановить, возродить, вернуть. То есть они смотрят в прошлое и нацелены вот именно на это. Я не говорю, что это прямо, что это плохо, что так не надо. Конечно, то есть какие-то люди, которые возродили там какую-нибудь вышивку или чеканку или еще какие-то ремесла там традиционные, это очень здорово, что это не умерло. Но мне кажется, что целиться надо на будущее и думать о том, как вот в мире, который вот он 21 век наступил, да, там интернет, там технологии, городская культура, доминирующая над там какой-то сельской культурой. Как вот в этом мире, куда двигаться? И вот мне кажется, что будет продуктивнее перенести, ну вот как-то акцент такой с восстановим утраченное на будем двигаться вперед.